Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится, что мы делаем? Поддержите нашу работу. В Марийском вилаяте ощущается нехватка бензина. На АЗС скапливаются большие очереди. Причина такого дефицита неизвестна. Обычно в Туркменистане перебои случаются ближе к осени, когда идет уборка хлопка, или в начале лета при уборке пшеницы. Сейчас до хлопковой уборочной кампании еще далеко, а вот пшеницу убирают. Причем, по данным хроники Туркменистана, в Ахалском вилаяте к перевозке урожая привлекают частных владельцев грузовиков. Им не платят денег, но выделяют бесплатное топливо и питание, при этом очереди в Байрам-Али стоят больше даже не за дизелем, на котором работают комбайны и грузовики, а за бензином для легковых автомобилей. Но это как раз легко объяснимо. В Туркменистане каждому региону отпускается определенный лимит горюче-смазочных материалов. Если в страну начинает ощущаться нехватка дизельного топлива, то хакимы пытаются компенсировать это, увеличивая лимиты для данного вида ГСМ и, соответственно, сокращая поставки бензина. Источники хроники Туркменистана даже утверждают, что власти Туркменистана якобы напрямую выменивают топливо в Узбекистане на пшеницу. Сообщается, что в Туркменистане в этом году не урожай, поэтому для того, чтобы собрать необходимые объемы зерна, местные власти идут на такие ухищрения. Но об этом точно неизвестно, а вот устаревшая советская система распределения топлива внутри страны – это факт. Лимиты отпуска существуют не только для регионов, но и для каждой отдельной АЗС. Их руководству приходится договариваться о количестве топлива, которое отпускают на их долю. Заказать столько ГСМ, сколько требует рыночный спрос, невозможно, хотя Туркменистан входит в число передовых стран мира по запасам нефти и газа. А вот для граждан лимитов нет. Если автомобилист отстоял очередь и если на заправке есть топливо, то купить его можно сколько угодно. Более того, в начале правления второго президента Гурбангулы Бердымухамедова был проведен эксперимент с раздачей бесплатного бензина. Каждый владелец автомобиля массой менее 3,5 тонн получал талоны на 120 литров топлива в месяц. Однако некоторые люди регистрировали на себя как можно больше машин, чтобы получать больше талонов. Эти талоны стали использовать как нелегальную валюту. В итоге в 2014 году эксперимент свернули, а стоимость топлива выросла. Дефицит может быть связан и с проблемами на производстве. Так, работники Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов жалуются на масштабные хищения со стороны начальства, на подмену запчастей и отсутствие контроля качества выпускаемой продукции. Ахалский завод по производству бензина из природного газа по тем же причинам работает с перебоями. При этом недавно его директором назначили бывшего заместителя главы госконцерна Туркменхимия Атагельды Бяшимова, его считают виновным в развале полимерного завода в Киенлы. Опыт этого руководителя свидетельствует, что надеяться на возрождение предприятия не приходится. Есть чем поделиться. Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем анонимность.